В эфире новости. Расскажем о самых заметных событиях к этому часу. С вами Василий Радченко. Здравствуйте. Губернатора Хабаровского края обвиняют в убийстве предпринимателей. Случаи нападения собак на людей участились в Якутске. Ежедневно в травмпункты обращаются пара десятков пострадавших. Новые технологии плотно вошли в нашу жизнь. Останутся ли они после коронавируса или все вернется на круги своя? Мнение экспертов. Следком возбудил уголовное дело против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По версии следствия, глава региона является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Сейчас следком продолжает сбор доказательств его вины. В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. По делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы 4 активных участников организованной группы, которым уже предъявлено обвинение. Следователями продолжаются активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях. Проверяется их причастность и к другим особо тяжким преступлениям. Новые очаги коронавируса выявили в Мегино-Кангаласском районе Якутии. По информации регионального оперативного штаба, в регионе за сутки 58 положительных результатов на COVID-19. Из них 49 в Якутске и 9 в районах. По 2 случая в Нерюнгринском, Мирнинском, Мегино-Кангаласском. Там зарегистрированы новые очаги. Эпидемиологи сейчас отрабатывают контакты. Единичные случаи в Намском, Татинском, Верхоянском. Туда вылетела оперативная группа для оценки ситуации и координации дальнейших действий. Также замруководитель регионального оперативного штаба Ольга Балапкина прокомментировала работу по забору анализов на коронавирус в Якутии. На сегодня непосредственно, несмотря на то, что достаточно часто возникают вопросы, что не берут тесты на новую коронавирусную инфекцию, на территории республики продолжают работать непосредственно 11 лабораторий. Есть также дополнительные лаборатории у нас в иных точках, в больницах стали появляться дополнительные лаборатории. Всего у нас на территории республики взято за весь этот период около 250 тысяч тестов на коронавирус. Это очень большая цифра, по моему мнению, исследований. И, в общем-то, она говорит и о таком достаточно слаженной, качественной работе. Также по оперативным данным, порядка 8,5 тысяч детей на сегодня выехали из Якутска на территории районов. Все они встали на медицинское наблюдение. Кроме того, на севере региона на сегодняшний день действуют 22 летние площадки. Впервые в республике именно дети, которые выехали неорганизованно, проходят своего рода вот такой медицинский профилактический учет и, соответственно, находятся под наблюдением медиков. Я думаю, что это даст возможность и вовремя локализовать, например, распространение инфекции, но и также вообще, в принципе, провести определенную профилактику деткам, которые уехали в деревню к своим бабушкам и дедушкам. Роспотребнадзор Российской Федерации разрешил вывоз детей из арктической зоны республики. Ольга Балапкина подчеркнула, что такое право имеют только дети, живущие в арктической зоне. Ребятам же из других районов республики рекомендовано отдыхать в пределах своих территорий. К другим темам. Более сотни пожаров действуют на территории Якутии. За сутки возникло 35 новых очагов и 81 пожар ликвидирован. Таковы данные авиалесоохраны и регионального МЧС. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского и Мирнинского районов. Там зарегистрировано 67 очагов. На тушении работают более 7,5 сотен человек и 100 единиц техники. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Случаи нападения собак на людей участились в Якутске. Ежедневно в местный травмпункт обращаются от 10 до 20 человек. Всего за прошедший месяц почти 120 горожан, более 40 из которых дети. Неблагоприятными районами столицы, где наблюдается большое скопление собак, выделяют Сайсарский и строительные округа, ГРЭС, Белое озеро, район рынка Монетах, а также микрорайоны Марха и Хатасы. Медики призывают жителей быть осторожными при встрече с собаками. При укусе немедленно обращаться в травмпункт республиканской больницы номер 2. Это здание скорой помощи.
При поступлении таких пациентов сразу же оказывается экстренная неотложная медицинская помощь. Это первичная хирургическая обработка раны, иногда с наложением швов. Что еще? Обязательно собираем эпиданамнез, и на основании которого ставится профилактическое лечебное назначение антирабической вакцины. Также ставится по показаниям противостолбнячный антоксин. Призыв граждан на службу в вооруженные силы продолжается в Якутии. В этом году из республики на срочную службу отправят почти 1300 молодых ребят. По информации Республиканского военного комиссариата, все идет по плану, без срывов и нарушения графиков. Продлится призывная кампания до 15 июля. Особое внимание сотрудники комиссариатов уделяют профилактике коронавируса. Все призывники сдают тесты и анализы. В войска отправляются только здоровые граждане. Основная наша задача – не допустить завоза вооруженные силы призывников с зараженных этим вирусом COVID-19, так называемым. Эта работа у нас на призывном пункте организована. Ни один гражданин, который поступает на сборный пункт, не проходит туда без результатов исследований. То есть мы проводим двойную ступень. У нас есть тесты Министерства обороны, по которым мы тестируем граждан. И также по согласованию с Министерством здравоохранения Республики мы проводим еще результаты эти, контролируем методом ПЦР. Центр «Мои документы» с начала пандемии перешел на новый режим работы. Туда можно было попасть лишь по предварительной записи, а в самом офисе приняли строгие меры дезинфекции и дистанцирования. Как известно, регион перешел на второй этап снятия ограничительных мер. Но коснулось ли это МФЦ? Узнаем у Юлии Великодной. Она сейчас находится в одном из офисов, вышла на связь со студией и готова поделиться подробностями. Юлия, как сегодня Центр ведет прием документов? Василий, здравствуй. Центр действительно открыт для посетителей, но с некоторыми ограничениями. Попасть сюда можно только по предварительной записи через колл-центр или портал госуслуг, а также через колл-центр. Также часть сотрудников переведена на удаленный режим работы, и все центры республики переведены на единый режим работы, а также с обязательным перерывом с 13 до 14 часов на дезинфекцию. Несмотря на ограничения, центр посещают немаленькое количество, 2000 человек в день по всей республике, и большая часть это в республике, тогда как до пандемии эта цифра достигала 4000. Здесь без маски зайти сюда не получится. Администраторы, которые непосредственно контактируют с заявителями, носят специальные костюмы, маски и очки. Проводится дезинфекция помещений. И на стенах висят специальные регуляторы для воздуха. Давайте послушаем, какими услугами лучше воспользоваться здесь в центре, а какие можно получить, не выходя из дома. Со 2 июля мы возобновили прием по ряду услуг, которые очень важны для жителей Якутии. Это все услуги Росреестра, оформление СНИЛС, ННН, паспорта гражданина РФ, детские выплаты, а именно ежемесячная выплата в размере 5000 рублей на ребенка до 3 лет, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, а также услуги Департамента градостроительства и окружной администрации города Якутска, выдача разрешения на строительство, кроме подачи уведомления о начале или окончании строительства объекта ЖС, и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Почти все остальные популярные услуги можно оформить в электронном виде. Действительно, многие для собственной безопасности предпочитают пользоваться электронными сервисами. Так, до пандемии за тот же период воспользовались 13 тысяч человек, а во время пандемии 26 тысяч. Василий, у меня такая информация. Да, Юлия, спасибо. Глобальная трансформация происходит и на рынке труда. На фоне пандемии тотальная нагрузка пришлась на интернет-ресурсы. Многие компании до сих пор работают удаленно. Более того, в нашу жизнь стремительно ворвалась автоматизация. К чему приведут такие технические шаги и смогут ли роботизированные системы заменить настоящих специалистов? Узнаем в материале Айсены Бурнашовой. Инженер-разработчик одной из петербургских компаний Сахая Бурнашова проектирует модем для системы телеметрии прямо у себя дома. На удаленке девушка уже 3-й месяц к онлайн-формату работы привыкла и видит одни плюсы. На эффективность никак не сказалось, наоборот, объемы работы возросли.
Но мы справляемся, нам очень удобно. Мне лично руководство даже предложило полностью перейти на дистанционную работу, и теперь я имею возможность работать из Якутска, например. И таких сотрудников на удаленке по всей России насчитывается более 2 миллионов. Тысячи компаний по всей стране перевели свои процессы в онлайн-режим. Эксперты не исключают, что эта тенденция сохранит свои позиции до осени. Все, что касается обслуживающей истории по офисам, это точно просядет отрасль. Что касается профессий каких-то других, я не думаю, что что-то глобально поменяется. Все, что касается офисных сотрудников, я думаю, что просто чуть реже они станут появляться, а профессии не исчезнут. Скорее, вот именно это обслуживающая история. Тем временем компании не только перевели своих сотрудников на удаленный формат, но и постарались максимально автоматизировать задачи. Так, с космической скоростью в нашу жизнь ворвались постаматы, роботизированные колл-центры и RPA-системы. По оценке экспертов, робот пока не сможет полностью заменить специалиста, но выполнить определенные задачи вполне, поэтому расслабляться не стоит. Потихоньку тенденция кусками автоматизировать процесс, она идет. Сейчас она ускорится очень резко, а дальше мы не знаем. То есть все, что имеет добавленную стоимость, где человек может и должен давать вот эту необходимую чуть больше сложность, чем механика, здесь останется человек. Но человек при этом должен развиваться, собственно. Айсена Бурнашова, Санкт-Петербург, Москва. Облагородить свой двор и получить за это денежный приз. Ежегодно в преддверии празднования Дня города и алмазодобытчика городская администрация проводит конкурс по благоустройству «Мой дом, мой двор, мой подъезд». Принять в нем участие могут как владельцы частных домов, так и целые предприятия. О подробности расскажет Анна Винокурова. Пчелки из яйца киндер, свинка из старой пластиковой бутылки и солнышко из монтажной пены. Марина Щербач, украшая свой двор поделками, одновременно заботится об экологии. Дает вторую жизнь, казалось бы, ненужным вещам. В конкурсе «Мой дом, мой двор, мой подъезд» Марина участвует в 5-й раз. Творит в свободное время. Самое сложное – цветочки вырастить. А все остальное вроде бы получается делать. Другие участники конкурса цветы выращивают десятками тысяч. Во дворце спорта «Кимберлит» к лету начинают готовиться еще зимой. Вся эта красота – дело рук одного человека. Озеленитель спорткомплекса Раиса Анатольевна Каблаш сначала зимой в кабинетах сажает семена, уже потом выращивает саженцы в теплице. Вы знаете, когда любишь свою работу, это несложно, это удовольствие. Ну, конечно, тяжело землю, особенно просеивать для саженцев, потому что в обыкновенную землю не посеешь. Нужно мешать там песок, торф, все это перемешивать. Но зато, когда видишь свои результаты, это радует. Победителей конкурса «Мой дом, мой двор, мой подъезд» определяют по 5 категориям. Это многоквартирные деревянные, каменные и частные дома. Предприятия города, также индивидуальные предприниматели. В этом году в конкурсе «Мой дом, мой двор» 13 претендентов на победу. Некоторые предприятия участвуют больше 3 лет подряд, ежегодно совершенствуя свой двор. Салон цветов «Кристина», участвуя в конкурсе, решили поймать 2 зайцев сразу. Показать рекламный образцы не может быть стать обладателями денежного приза. Из нового мы посадили растения в вазонах, которые мы реализуем. Также мы их сами изготавливаем. Чтобы клиенты видели, как их можно засадить. Свою территорию мы каждый год облагораживаем. Также у нас растут однолетние растения на клумбах и многолетние. Итоги конкурса «Мой дом, мой двор, мой подъезд» будут известны ко дню рождения Мирного. Те, кто облагородил свой двор лучше всех, получат денежный приз на сумму 50 тысяч рублей. Обладатели 2-го места – 30 тысяч. И по 15 тысяч рублей вручат тем, кто замкнул 3 призеров. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». И на этом пока вся информация. Увидимся в следующем часе.